Дорогая Альбина Дмитриевна и ваша внучка. Альбина Дмитриевна – это жена Льва Пантелеймоновича Куракова. Здесь присутствуют родственники, мы их представим. Уважаемый председатель Совета Ассамблеи народов Чувашии, уважаемый депутат Государственной Думы Леонид Ильич, уважаемый председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики Вячеслав Викторович, уважаемые гости. Сегодня у нас и печальный, и в то же время несколько, я бы сказал, радостный день. Сегодня презентация документального фильма о выдающемся сыне чувашского народа. Я бы сказал даже и о выдающемся сыне России. Лев Пантелеймонович, наверное, сгорел раньше. Почему? Потому что старшее поколение помнит прекрасно Горьковского танка, который во тьме, когда шли, надо было освещать путь. Он вскрыл сердце и осветил этим сердцем путь идущим и вывел в свет. И Лев Пантелеймонович – это патриарх, духовный патриарх чувашского народа. Кто такой Лев Пантелеймонович, можно много будет говорить, но я приведу только один пример. Московский государственный университет отмечает великого юбилей Михаила Васильевича Ломоносова. В банкетном зале Московского университета на Ленинских горах накрыт стол, где присутствуют все ректора, члены правительства Российской Федерации, члены администрации президента Российской Федерации. Мы стоим с Львом Пантелеймоновичем чуть в стороне. Лев Пантелеймонович уже тогда оставил ректорскую должность. И мы стоим, общаемся. Виктор Антонович Садовничий, величина, фигура, Садовничий, ректор Московского университета, советник президента Российской Федерации, идет и Лев Пантелеймонович мне говорит: Владимир, налей, пожалуйста, шампанское, я сейчас пойду, произнесу здравицу. Я налил шампанское, и только Лев Пантелеймонович вроде бы хотел сделать шаг, но, наверное, вот ничего не бывает случайно. Виктор Антонович увидел его и среди сотен гостей рванул прямо ко Льву Пантелеймоновичу. Лев Пантелеймонович идет. Они обнялись среди зала, на виду всех присутствующих гостей, телевидения. Обнял он Льва Пантелеймоновича и сказал, я запомнил эти слова до сих пор: Лев Пантелеймонович, помните, как мы вели наши корабли в штурмующем океане 90-х годов? Я думаю, лучше этой похвалы ничего не может быть. Я когда начал писать о Льве Пантелеймоновиче и начал просто перечислять, что сделано, какие факультеты открыты в университете, я написал и сделал паузу, потому что при нем столько было сделано фактически в университете. Я знал его с 1964 года, когда он был внештатным секретарем райкома комсомола. И потом мы работали тесно, рука об руку, в Чувашском государственном университете. Сначала преподавателями, потом он ректором, я председателем профсоюзного комитета. И когда создавалась Ассамблея народов Чувашии, он сказал: Владимир Александрович, вместе идем и создаем вот эту ассамблею. Сегодня фильм называется «Халыга Хизеплеген Телейде». Тот, кто уважает народ, счастлив.
Я думаю, что название фильма не совсем соответствует, потому что Лев Пантелеймонович не только уважал свой народ, он любил свой народ, он жил во имя своего народа. Он был, как говорят, плоть от плоти этого народа. Я знаю его неплохо. Фильм казался мне, ну что они могут там создать? Но есть сюжеты, которые у меня, знающего его, мужчины, выскочили слезы. Я не буду об этих сюжетах говорить. И, наверное, вот то, что он ушел, сегодня его с нами нет, это как раз его того, что он горел, и все во имя своего народа, во имя России. Лозунг был в университете: сделаем наш народ наиболее образованным, Чувашию среди всех регионов. И это были не пустые слова. Многие сегодня носят дипломы Куракова, я правильно говорю, дипломы Куракова, потому что окончили филиалы, факультеты, которые создал Лев Пантелеймонович. Но, к сожалению, некоторые забывают об этом, к сожалению. И Льва Пантелеймоновича не стало. Это безвозвратная для нас потеря, не только для меня лично, но это безвозвратная потеря прежде всего для народа, для России, потому что он верно служил Чувашии, верно служил России. Он был, как он говорил, солдатом президента Путина. К сожалению, его с нами нет. Но его дело продолжает его ученик, верный, надежный, в отличие от тех, которые получили от него все и отвернулись от него. И в отличие от тех, кто на имени Куракова пытаются сделать свой фальшивый политический капитал. Мы должны помнить Льва Пантелеймоновича, мы должны чтить, но не ради своей корысти, ради своих интересов. И вот то, что наш сегодня совет возглавил его ученик, большой государственный деятель, политический деятель. Это прекрасный человек, это прекрасный хирург. Только для меня он спас моего брата, младшего, лично своим скальпелем. А сколько таких на его счету? Он не хотел быть председателем совета. Почему? Потому что у него и так выше крыши, как говорят, дело. Но он опять согласился только во имя Льва Пантелеймоновича, чтобы достойного продолжить это дело, чтобы не затухло. Я говорю о Леониде Ильиче Черкесове. И хочу предоставить ему слово. Уважаемая Альбина Дмитриевна, уважаемые родственники Льва Пантелеймоновича, друзья, коллеги, действительно, сегодня мы вспоминаем нашего учителя. Я, наверное, немногие в зале, кто может сказать, что я непосредственно нам на втором курсе, хотя я медицинский заканчивал, Лев Пантелеймонович нам читал лекцию экономику. Владимир Александрович сказал, он был от народа, и студенты мы с ним могли с медфака до экономического факультета просто идти вместе и обсуждать про жизненные темы. И не только наш курс к нему ходил на лекции, а с других курсов приходили, Лев Пантелеймонович просто про жизнь рассказывал, экономику, как он проходил стажировку в Германии и много-много другое. И, конечно же, с Левом Пантелеймоновичем и дальше мы по жизни вместе шли. Но в нашей республике нет такого человека, который такой жизненный путь прошел. Вице-президент Чувашской республики, председатель кабинета министров Чувашской республики, председатель Госсовета, единственный настоящий академик Чувашии, который достойно представлял Российскую Федерацию, Чувашию
председатель комитета Совета Федерации по образованию. Тоже у нас очень практически, наверное, кроме Николая Васильевича, вот такие большие должности Совета Федерации не занимал никто. Ну и, конечно же, Лев Пантелеймонович, это, наверное, вот как в книге написано, ректор это не профессия, а ректор это призвание, да, вот настоящим ректором был. Все, говоря о Чувашском госуниверситете, вспоминают Лев Пантелеймоновича, вспоминают ветераны, вспоминают молодые. И, конечно же, мы говорим, что Лев Пантелеймонович в последнее время представлял нашу ассамблею. Не только была она известна у нас в России, в Чувашии, но и в России. И вот наша задача, вот я, наверное, благодарен Алексею. Алексей, стань, пожалуйста, вот вместе. Вот команда сняли прекрасный фильм. Это не только деятельность его в ассамблее, а здесь в фильме показано, каким он был, Лев Пантелеймонович, его жизненный путь, трудности, как он их преодолевал. Ну и, конечно же, Владимир Александрович здесь упомянул, что вот тот человек, который обладал уникальной даром, наверное, с молоком матери передается, родители воспитывают это человеколюбие. Вот. Это качество Лев Пантелеймонович, я считаю, было основным. Я помню, как он первый раз избирался депутатом Госсовета. Практически единодушно. Лев Пантелеймонович не был еще тогда ректором. И все студенты, даже вот наш медицинский факультет, мы шли с ним, агитировали за него. И никто нас не призывал, никто нас не приглашал. Вот, любя человека, умению общаться вот с простыми студентами, вот, благодаря этому он достиг таких высот. Действительно, я благодарен вот семье Льва Пантелеймоновича, родственникам, друзьям, то, что мы должны вот, память Льва Пантелеймоновича сохранить, увековечить. Еще многое предстоит в этом направлении. О великом сыне чувашского народа нам предстоит сделать. Действительно, он продолжатель был наших прославленных просветителей, Ивана Яковлевича Яковлева и многих-многих других. Он те добрые, он цитаты Ивана Яковлевича Яковлева всегда произносил. И, наверное, в скором времени те прекрасные слова говорил Лев Пантелеймонович нам, мы тоже в перспективе это тоже будем произносить. Спасибо от компании журналистов, которые прекрасный фильм сняли, всем тем, кто пришел сегодня на просмотр этого фильма. Спасибо. Всегда, кто был рядом с нами, с депутатов, это депутат Государственного совета Чувашской республики, председателя комитета Государственного совета Чувашской республики Рафинов Вячеслав Викторович. Добрый день, уважаемая Дмитриевна, члены семьи, родственники Льва Пантелеймоновича. Лев Пантелеймонович действительно такой очень, я бы сказал, великий сын нашего народа. Человек, который вот с низов, вот трудно представить, закончил технику, в финансовом институте в Казани учился заочно, работал. И вот очень мало тех, кто учился заочно в высшем учебном заведении, а потом еще стал научным работником. Дальше пошел в науку, высшее образование и организатором высшего образования. Лектором он работал, наверное, самое трудное время, 90-е годы, как сказал Садовничий, значит, действительно, это самые трудные годы. Кто работал, жил в это время, особенно те, кто работали руководителями в это время, это было очень непростое время. Лев Пантелеймонович в это время расширял университет, значит, новые специальности в университете, филиалы. Он
давал возможность сельским молодым людям поближе к дому учиться, чтобы в такое трудное время, как 90-е, чтобы проще им было жить дома, учиться в филиалах. И он, как политический деятель, он у нас перед глазами ведь, он зажигал любой зал в своем выступлении. Неважно, это сельский клуб, жители села или политические деятели, руководители разного уровня. Очень легко представить и представляем, как он выступал. И буквально он завораживал своими словами, своими идеями. И чтобы не слишком долго задерживать, я хочу просто сказать, наверное, очень правильно, не стало человека очень жаль, и о нем нужно говорить не по прошествии каких-то там 10 лет, 20 лет, и очень правильно, что фильм, наверное, о Льве Пантелеймоновиче снят сейчас, мы должны видеть этот фильм, я уверен, будет демонстрироваться и в коллективах, среди студентов, среди учащихся. И мы должны помнить тех, кто развивал нашу республику. А он очень много сделал. Его научные труды, они публиковались ведь не только у нас, не только в России, а еще конкретно в регионах публиковались, но кроме этого и за рубежом. Значит, его учебник для школьников перевели на иностранные языки и использовали для учебы экономики школьников в других странах. Поэтому еще раз, во-первых, ему очень большое спасибо. Спасибо супруге, спасибо близким. Все-таки вы были у него тылом и надежным тылом. А создателям фильма спасибо от зрителей. Спасибо, Вячеслав Викторович. Я уже говорил, что академик Садовничий сказал, что помните, как мы корабли в штурмующем море. В сравнении с ледоколом, кораблем есть очень прекрасные стихи, которые я бы хотел, сегодня вы тоже услышали. Слово народному поэту Чувашской Республики Валерию Тургаеву. Икимыш Кураков Пермь Булмаст. Терезигу, Тересмари, Анжертай, Икимыш Кураков Булмаст. Второго Куракова не будет. Правильно это или неправильно, но это аксиома. Велик народ, тот народ, который дарит человечеству великих сыновей и дочерей. Наш чувашский народ, конечно же, великий народ. Монович Куракова. Пинделе Ваджер, Таврванче Чемышуда Черна. Тинесре, Пудаган, Карабсень, Асапне. Тинесре, Пудаган, Карабсень Чищ, Переща. Епсилиан Ланадов, Путса, Корнезем, Маризе Селепхан, Сагалмар, Путсагорна. Маризе Селепхам, Тинесре Жюлеген, Маризе Селепхам, Тинеспева и Вичедеп, Ептакшан Секренетен, Сердень Тавалзем, Анчахаль Тавалзем, Епсиле Юрададов, Еп, Путсагорна Стер, Шаванба Епсиле, Тинесре Будаган, Карабсем Налададов, Еп Путсагорна Стер, Шаванба Епсиле, Будаган Карабсем, Булашмашкан, Васкадов. Корабли Льву Пантелеймоновичу Куракову. Кораблей в море тонущих, стоны и муки, лишь самим кораблям в море тонущим знать. Мореплаватель я, проходил те науки, самому довелось и тонуть, и страдать. Не устану бороться с тобою, стихия, пляска жизни и смерти, твоя кутерина. Я когда-то боялся вас, бури морские, а теперь перестал вас бояться шторма.
Я тонул, и не раз, потому понимаю, каково кораблям на плаву в злую ночь. Я тонул, и удары судьбы, принимая, сам спешу кораблям, если тонут, помочь. Егор Сенчак, Шак, княгиня Кадатмазар, Булдараймасов, я просто обязан показать в конце своего выступления вот этот сборник, эту книгу. Дело в том, что спонсором этой книги, изданной тиражом 1000 экземпляров, выступил великий Лев Пантелеймонович Кураков. Все расходы, связанные с изданием этой книги, он взял на себя. Я даже не попросил, он узнал, что я собираюсь издавать новый свой поэтический сборник. Валерий, он сказал, я помогу, все расходы беру на себя. Ну как можно не уважать такого человека? Здесь взрослые люди, и мы понимаем, что успех любого человека зависит от того, как семья, как жена, как дети. Вот мне посчастливилось узнать Альбину Дмитриевну, жену Льва Пантелеймоновича, тогда, когда мы занялись реализацией огромного проекта, который задумал Лев Пантелеймонович. Это великий Кокель Алексей Афанасьевич. И его женой, верной женой, оказалась родственница великого Кокеля Альбина Дмитриевна. И, наверное, я хочу рассказать, да, Лев Пантелеймонович очень много делал, но реализация проектов шло, потому что еще и лучше, потому что с нами рядом была всегда Альбина Дмитриевна. Иногда я не мог позвонить ректору, потому что он был чрезвычайно занятым человеком. Я звонил Альбине Дмитриевне, она говорила: Владимир, бурделай будет. И все мы делали. Альбина Дмитриевна, мы потом напишем, и сейчас не времени. Сколько сделали, вы представляете? Картин только отреставрированных на 10 миллионов. Но дело не в деньгах, а дело в том, что они сегодня живы. Я хочу предоставить слово жене Льва Пантелеймоновича, прекрасной женщине, моей землячке Альбине Дмитриевне Кураковой. Поверьте, мне очень тяжело говорить, вы меня простите. Во-первых, вам большое всем спасибо за замечательно произнесенные слова. Я очень вам благодарна, что вы, несмотря ни на что, до сих пор рядом с нашей семьей. Нам очень было тяжело его терять, так неожиданно, так нежданно, так негаданно. Мы лежали с ним вместе в больнице рядом. Меня спасли, а его нет. Поверьте, это очень тяжело. Тем более он был в расцвете сил. Он так работал, он так любил работать. Он так всех любил, он все нации любил, независимо от национальности, всех людей он любил. Он в этот дом дружбы приходил с радостью работать. Это создавал он все сам, с его руками все создано. Конечно, не один создавал, с ним рядом всегда были хорошие помощники. Сегодня хочется отметить Бахмисова Эдуарда Константиновича, он всегда рядом с ним был. Хочется отметить директора Дома дружбы Токмакова Юрия Алексеевича, он всегда рядом с ним был. И многие, может быть, я не всех не могу произнести, и все, очень много людей ему помогало. Он так хотел создавать вот этот красивый Дом дружбы. Конечно, поддержало его и правительство в то время. Спасибо тоже большое. И сюда с удовольствием приходил работать. Ой, так тяжело говорить, но меня простите, потому что эта боль не проходит. Хочу сказать, он был замечательным моим мужем. Мы с ним были знакомы 50 лет ровно. Как мы с ним познакомились, так и не расстались. Наверное, все-таки у нас была любовь. Все-таки, наверное, мы по любви женились, потому что столько лет прожить вместе, это очень тяжело. Тем более с таким человеком такого масштаба. Он, конечно, очень много отдавал
себя общественной деятельности и своей работе ректорской. Так он любил свою работу тоже, свой университет. Он как поступил туда, 20 с чем-то лет, тоже молодой, и так до конца, а там отработал, до пенсии, и после пенсии тоже работал. И потом пришел в Дом дружбы работать. Все создавал с нуля. И поверьте, всех вас он очень любил, все нации, он объединял всех как-то, он сумел вот это объединить народы всех национальностей. Это, наверное, не всем удается вот это делать. Ну, прожили мы сколько лет, у нас 2 детей, 2 сына, теперь 4 у нас внука, младший внучка у нас здесь. К сожалению, у меня сын младший уехал в командировку, он не мог присутствовать невестка моя, Машенька моя внучка и все наши любимые родственники. Вам тоже всем большое спасибо за поддержку в этой жизни. Если бы не вы, мне было бы очень тяжело тоже. Очень хорошим человеком. Создавал много хороших народов, мирил всех. Надеюсь, будущий общественный деятель, такие слова произносит. Я даже не учила Машенька, его. здесь стой. Это моя невестка Катенька, Катя Дарья. Катя, пожалуйста. Пускай такие люди сидят, познакомьтесь. Большая потеря, конечно, для нас. До сих пор не можем, наверное, осознать. Конечно, даже любим. Большое спасибо за поддержку. Нас выручила. Большое спасибо всем. Очень люблю дедушку. Буду помнить всегда. Скучаем. Ну, здесь еще, давайте, пожалуйста, представьтесь. Это мой брат Виктор. Катя, дайте микрофон. Пару слов скажи. Кстати, Надя сказала, Альбина Дмитриевна, я являемся внучными племянниками Кокеля. Как бы у нас дальние родственные связи, поэтому... 많은 맛집에 라브데기에서 백반생 야ber жана хсен бегün хара азайдеп яна уфна берне возеня земле Вова Сашба волшеб строит инженер зем пожигать земля на полную я стала крайне урохтара фундамент мышла за его земля перлер üsse kujumынча земгирен пулс не было. Ну, давайте похлопаем, пожалуйста. Двоюродная сестра Льва Пантелеймоновича. Не зря, конечно, тут говорят о нем как о хорошем человеке. Плохим он никак не мог быть, потому что он вырос в такой семье, у него была такая мать, такая мама, которая любила правду, всегда говорила правду и воспитывала сына с малых лет в любви и к народу, к людям. И поэтому он был таким чистым. И нужно сказать, он знал все трудности, как было трудно жить народу в свое время, и сам вырос в трудное время, военное время. И помнит, мать тоже рассказывала, сейчас это мы говорим о тыловиках, о ветеранах войны. Мама рассказывала, как она работала в сурских рубежах. Так, рассказывала, как Явлей, это село это или поселок такой. Мы с ним вместе работали в университете. Дорогие коллеги, друзья,
мы познакомились в 1978 году с Левом Пантелеймоновичем и по сей день у нас была настоящая мужская дружба. Но по большому счету тут в 90-х годах мы получили землю и начали строить в пригороде, в Чебоксарском районе. Ну, конечно, было так непросто в те времена. Очень плотно, очень близко мы дружили с Татьяной Федоровной, это его матерью. Так что она была замечательной женщиной, замечательной матерью и замечательным человеком тоже. Я помню, вот недавно я прочел статью, его выступление в газете «Хабар», и у него все с тех пор, у него эта фраза была с 1978 года, я помню, я запомнил. И вот сейчас у него недавно была статья тогда в газете «Хабар», у него фраза, крылатая фраза: «Самая высокая должность – это человечность». И он остался человеком с большой буквы. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья, коллеги, Леонид Ильич, Ольга Дмитриевна. Фильм, который был создан сотрудниками команды киностудии «Чувашкино» и архива электронной документации, создавался на протяжении 2 лет последних, и практически вот с Алексеем Николаевичем, режиссером-сценаристом, соавтором был сам Лев Пантелеймонович Кураков. Он был направляющим, значит, до последней буковки контролировал, значит, делал все сам возил во все города, во все населенные пункты, где хотел, чтобы сняли какие-то сюжеты. Вот. И я думаю, что все-таки основным режиссером и сценаристом этого фильма был Лев Пантелеймонович. Что хочу сказать еще. Фильм создавался долго, но Лев Пантелеймонович успел его посмотреть готовый. То есть сверстали фильм перед Новым годом. Этот фильм он посмотрел, пришел к нам в Чувашкино и значит, посмотрел вот Алексей Николаевич, не даст соврать, посмотрел этот фильм, поправил, внес свои коррективы, правки, фильм доделали. Единственное, что мы переживаем, что не провели премьеру вот тогда, когда он был еще живой. Потому что фильм – это вся его жизнь. Сейчас Алексей Николаевич условно его представляю, он расскажет, как это делалось. Не знаю, есть почему. Он посмотрел почти завершенный вариант, но там было еще не все. Вот, и случилось так. Фильм создан для живущего человека, для живого. Пусть он у нас всегда будет жить в нашей памяти, и я думаю, нормально получилось. Да. И я вообще считаю себя счастливым человеком. Чувашбах калачас келет, телейді, тесе шутлады Лев Пантелеймоновича пілнишін гынамар, оның юлдашы пулмат юргелнишін. Мәшін тезесін ол хойде галача, еп сахал кама хам живыға ема бұлдарадып тезе. Кунда чынны бег, юлдаш бег, кашни кун шыңғыравласа калачтадырат тымырча, тем бергеде калачны, хыбарзем, тенчерилар удуру, чувашин ремень бұл заиргеть. Шаумада задумала. Вдохрмыш жылда вол пиречен зейлже мана Артур Галкина хыйбатне шагында туслы шүртне. Эбі курны сүйрене жерсене шағынбада манын комылбор ман бір кейдемін деп бұлзан асырағы бармашқын тваймастыр едесе. Иккелендім, анжақта пулат сирен шанадып, айдыр бірлі бұшлап біртезе жамбек үйгерме, тірлі мероприятине тұқса жүреме бұшларымыр. Тілінсе гаймалла шин, мүшін делейлі. Мүшін тезе сілімба бірлі жүрене жүхне,
Ебана хайне галатым Лев Пантелеймонович. Езерга тілен мелле осла вайлыз мақсем галатыр. Шақсы мақсыне білмеге ширза бұмалла тезе. Ширза бұзасын біреріне бірле жүрезесін бір кенеге болады те. Те біреріне жүрезін те бір кенеге. Балақ бізіне бітімек ширза ilmeyecek ол галатшы. Кайрану ируман. Тиктофон бада бұлзасын. Бешек ларза калаза барадып сана. Те бұлызем еркері бірға. Тау бір тезе. Вол бұлмары. Вол мана Хойпер академии паче демелер, Остын енчен, Пурныш академия, Шинлых академия. Нашын десен бол, Чынныбек Шинлых туелмебе каламажын бұян жинча. Калашма бұлады темчух ледеуін бірге. Ебі бұлғанады фильма курсасын, Камалнана чавашла, Шельбулиде коллеги бол. Тван жерге бегіна, ана күшарма палыртна пулы камалалла. Калама булат темге. Фильм бұл задухра оның бұрнышне пәдімледеген пызыкеш. Мәнле бол ажаран евр бұрныш пашиденет. Хайне чынжын шим давать, шим туза гынам мар. Үтті шимзене. Вереню аслы білю барастезе, еврлыхра бұлышса барастезе. Тұражат әмір тұршыбех. Чынжын Иван Яковлевич Яковлевичне малала тозаган. Иккіміш патриарх теме булат. Палаги бірана Нумай же пурны жүктевишле хаклаймарымар, шельбулинде пурн бекшинзем. Ачақта оның ятнегал вильнегішін шеклемеле пызыгішсем нумай думала. Кам шамбек филиалзем дума бұлдарад. Онда көрінат, ағал шүрткінамар, өзіне бол тіленмеле илемле туса. Шектерсе яма бұлдарна шау тұқырвуннымыш евір жылзенже. Шауын бекех, шак ишілчік теме буладчы. Еге юрезем чукны шуртра, мле кермень, выросла, по-русски говорит конфетка, да? Превратил в конфетку вот это здание тоже. Юрать, кашарар, то сайраский мест. Вам слово. Актер может подать. Табах тура, Лев Пантелеймонович, тусту нужен. Мы приготовили Монтажер фильма от Карина Петрова и Евгений Романов, они монтажеры. Вот. Хорошо познакомили. Ich bin Тилеля, герой Ба, лично, то, что познакомились. Мы удивились, точнее я действительно удивилась, какой глубокий и мудрый человек. Его отношение к жизни, уникальная личность, его семья, его работа, его детство. Вот работаешь над фильмом и с человеком знакомишься очень глубоко. И я рада, что, да, я очень рада, что мне повезло с ним познакомиться и пообщаться вообще лично. Кто соприкасается со Львом Пантелеймоновичем, он сжигается энергией, солнцем, сам становится звездой. Я сразу хочу извиниться, сегодня я недостаточно... Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Евгений, я один из монтажеров фильма. Сразу хочу извиниться, я сегодня недостаточно парадно одет, да слишком обычно для такого дня. И хотелось бы заметить, что до того, как мы начали работать над фильмом, я, честно, даже не знал Льва Пантелеймоновича. Тем не менее, я таки не смог с ним познакомиться лично, но работая над фильмом, мне кажется, я достаточно глубоко изучил его биографию. И я надеюсь, что этот фильм поможет восполнить какие-то знания о нем тем, кто, может быть, что-то новое вы узнаете как раз-таки из его биографии с помощью этого фильма. Думаю, спасибо. Дар от кино Татьяна Степановна, наверное, Альбине Дмитриевне. Татьяна Степановна. Мы приготовили диски, чтобы вы могли прийти домой, посмотреть. Уважаемая Альбина Дмитриевна, спасибо большое. Вам позвольте вручить персонально. Это для нас самый большой подарок. Мы еще хотим,
чтобы она тоже помнила своего деда. Леонид Ильич, для вас персонально. И Вячеслав Викторович, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ну, а я, наверное, тоже кому-нибудь. Спасибо. Спасибо вам большое. Мы представляем на ваш суд фильм о Льве Пантелеймоновиче Куракове. Он входит в цикл фильмов «Люди-легенды» Лев Пантелеймонович Кураков. А вот то, что на чувашском, это второе название. Поэтому, внимание на экран. Нет, на сцену сюда приглашается близкий коллега, товарищ Льва Пантелеймоновича, директор Дома дружбы народов Чувашии, подполковник, культуролог Юрий Алексеевич Токмаков. Добрый день, уважаемая Альбина Дмитриевна, уважаемые родственники Льва Пантелеймоновича, приглашенные гости, участники сегодняшнего нашего мероприятия, презентации фильма о Льве Пантелеймоновиче. Я сегодня присутствую, сидел, слушал выступающих. Я сразу вспомнил свою первую встречу с Львом Пантелеймоновичем. Я долгое время, меня не было в Чувашской республике, я проходил военную службу по гарнизонам, я приезжал сюда, когда у меня был отпуск, редко. Ну вот в 16 году уволился из вооруженных сил, приехал на родину и устроился в Министерстве культуры, работал. И вот в один прекрасный день меня приглашают в кабинет министра культуры по делам национальности и архивного дела Константина Геннадьевича. Я захожу туда, и там сидит Лев Пантелеймонович. И вот первая наша встреча, когда мне предложили должность директора Дома дружбы народов, я хочу сказать, он очень уважительно ко всем относился, ну вот к военнослужащим, вот, так как я был офицером, он очень уважительно относился к служивым людям. И когда у нас беседа прошла, предложили, я говорю: Лев Пантелеймонович, я, конечно, принимаю ваше предложение Константина Геннадьевича, обещал, буду прикладывать все свои усилия, старания на этой должности. Я говорю, если будете помогать мне, поддерживать, и он вот заверился поддержкой Льва Пантелеймоновича. Это было 19-й год, август месяц. И вот с тех пор, когда я уже сюда пришел, конечно, это все было, все готово тут, ремонт. У нас оставался делать ремонт только вот в пристрое. Вот Лев Пантелеймонович был уникальный человек. Если бы сказали, второго не будет. Вот меня всегда поражало, я по сравнению с ним молодой, можно сказать, его сын даже. Но у него такая столько энергии было, это не передать. Я всегда думал, как он вот все это успевает, откуда у него хватает, он вообще отдыхает или нет, потому что у нее мысли вот приходили на ходу. Потому что мне даже, нам даже молодым вот, было тяжело за ним успевать. Но то, что такой пожилой, уважаемый, это давало вот этот, повод не расслабляться и идти вперед, двигаться, потому что не подводить. У него столько было планов впереди. Но, увы, мы потеряли Льва Пантелеймоновича. Многие проекты вот остались. И я вот говорю, обещаю, мы, конечно, продолжим его дело. Дальше также будем развивать, потому что он всегда думал о народе. Любая беседа, вот мы приходили, он всегда обращался ко мне, вот у него одно обращение было, как всегда, вот вслух, даже уважаемый директор, я говорю, Лев Пантелеймонович, я говорю, еще не заслужил, я только начал работать, мне, говорю, как-то неудобно даже, с авансом все равно уважаемый, теперь все получится, все мы сделаем, поэтому ты уважаемый директор, и все обращение было, уважаемый директор. Мы смотрели всегда в одном направлении, одни цели были у нас. За это короткий промежуток времени я многому научился от него. Всегда прямой был, говорил открыто свое мнение. И также учил ничего не бояться, если свое мнение уметь вот правильно все высказывать.
И я хочу, и очень приятно, что вот эта презентация проходит в Доме дружбы народов. Благодаря Льву Пантелеймоновичу создавался этот Дом дружбы народов Чувашской Республики. Успешно функционирует, работает. Хочу большое спасибо сказать сотрудникам бюджетного учреждения Госкиностудии Чувашкино и архив электронной документации за то, что создали такой замечательный фильм. Это история, это легенда Лев Пантелеймонович. Мы не должны забывать, и вот на этих фильмах мы должны воспитывать подрастающее поколение, молодое поколение. Спасибо вам большое, и разрешите от имени Дома дружбы народов вручить благодарности. Я одну зачитаю благодарность. Уважаемый оператор по видеомонтажу, я начну как по порядку, меня тут бюджетное учреждение Госкиностудии Чувашкино и архив электронной документации Минкультуры Чувашии Романову Евгений Николаевич. Уважаемый Евгений Николаевич, за весомый вклад в развитие чувашского национального киноискусства, сохранение и примножение духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения, укрепление межнациональных отношений среди народов России. И с ними я познакомился благодаря Льву Пантелеймоновичу. Вместе работали, выезжали. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Следующая презентация фильма будет в Батарском районе на родине Льва Пантелеймоновича Куракова. Уважаемые присутствующие, гости, есть предложение помянуть память, светлую память Льва Пантелеймоновича минутой молчания. Чилай халығын тәрлі вақытра, едеме ұры жылқы тартса, малашлыға ертсе бұраган, азамлы жинны болна. Шарбушлығы, орымжы, поэт, ширавжы, еосчақ, баллах візем ағалден келмен. Сабана бұтранса, пұрны шивырларны жоқ, шүлді қыватсем, шын бұрны журлы, шыржине хойзен килетне андарна. Шалық суйласа елнезем, ачаран евырлыға жінзе жидензе, халық патне арғадар елзе бұна. Унбек улыпсем чывашсен сағалмар. Чунба дуйса хақлама гына білесчі. Тываншыр живы наслы варшинче, ирзір дұшман, хайын юне печі ғынса, каялла чакма бұшланы вғытра, ялды херарым сем шымдереве шивхарца тылрахын гурны жоқ, падыр ел райынинче чывар шишек яленче, халаха савыныш күреген, үрі жунлы пепке журалать. Амыжы Татьяна Федоровна ывылне Лёва яд хурать. Жатырмага кет, секретарь Халля была. Епит он тедешенадизм привел, прислал ему сказала, епит слава Храпа Станислав те загаровал, один не берет по захвате тильенде. Хай слава же запредельно надираться, тильде еп слава Марьева ходом дить, Лёва жага. Улым тұрылла хайван шуртра, ошпилля амыш хүтлехне дуйса, тірекленет кунран кун ывыл, хайын халықне савса. Ачашланса шешусеттім, анчах ачалығым әшпе тұттанчы, віретрі ширіп комылғы болма. Семумар болман болмес, они болмесе семуман. Нелегим был мой путь. Атив асыр, день эбе дядячник, разогайджен, переборность тогда. Остался совсем маленький. Астывада пхерых, соты пахтел патикмар, наклармала, они звуки чапымар, эбе бунали адя, зюржевать, антяхта вымалай бакласат калемин. Они видать, и требе едап, нынче мужаларна. Идет картофель еще выкопан. Да, крахмал, пожалуй, тузание физерзистерицы.
лепешку из крахмала. Шартлама зиве хельгунинче вудыбет сежицень, шурттырринче улуман дарса кумака хутныйде болна. Кончались Шимбулы дрова, болмазар, мінледе жгли вылился, солому с крыши. К утру дом остывал, вода замерзала, превращалась в воду.